Ингуши славятся своей неповторимой материальной культурой, своими уникальными башнями в горах, представляют мастер-класс по национальным танцам по всему миру. Нужно сказать, что в прошлом они были еще и потрясающими мастерами оружейного дела. Широко известно за пределами даже Кавказа имя оружейника Арчакова. Эти винтовки так и назывались Арчак. В Российской империи использовались вот эти ружья, потому что они каким-то образом делали насечки, что вот ружья считали, что именно вот это вот оружие Арчак наиболее правильным прицелом. Сабли, шашки, кинжалы, ружья, пистолеты. Храбрые воины, горцы, не расставались со своим оружием, высоко ценили его и не жалели средств на его украшение. На Кавказе лучшее оружие переходило из поколения к поколению. Оно составляло гордость целой семьи и было достоянием храброго джигита. Одним из самых древнейших оружий ингушей считается кинжал. Каждый горец 14-15 лет имел кинжал, его отделка и качество характеризовали владельца. На некоторых клинках можно увидеть клеймо в виде арабских надписей коранического значения, а также фамилии мастеров. Ножны очень искусно украшали серебряными пластинами, орнаментированной глубокой гравировкой. Материал рукоятки кинжала из кости, значительно реже из рога, составлена из двух половин, скрепленных заклепками или серебряными шляпками, полусферической или конической. В виде розеток форм украшались насечкой или гравировкой. Кинжалы, шашки лучших мастеров стоили очень дорого. Их цена равнялась стоимости лучшего скакуна, дома, отары овец. У этого ножа своя особая история. Он принадлежал Темрюку Идарову. Выдавая свою дочь замуж за князя, там присутствовали делегации из Ингушетии. Он подарил этот нож Малсагу, родоначальнику фамилии Мальсаговых. Затем этот нож перешел к Орцхаккарцху, основателю города Назрани. Горское оружие можно же увидеть в театральных и танцевальных постановках. Сегодня наши предки оставили нам эти ценности, чтобы мы проследили историю жизни одного из древнейшего народа, смогли шагнуть вперед в прошлое и поведать о нем чуть больше. Этот клинок принадлежал семье Джабагиевых, в частности Магомеду Джабагиеву, брату знаменитого Весангирея Джабагиева. Они были довольно известными людьми не только на Кавказе, но и в Российской империи. Обязательно атрибутом национальной одежды ингуша являлся серебряный пояс, на котором висел кинжал или пистолет. Для хранения же пороха использовались пороховницы и газыри, которые содержались в специальных кармашках на черкеске. Салам алейкум. Что отдаваться кинжал весишь? Кинжал разный, ну вот. Под старину для кинжал, серебряные ставку стали, стойки стали В эпоху, когда войны ведутся главным образом с помощью информационных технологий, интерес общества к оружию с каждым годом только возрастает. Но уже в качестве сувениров его дарят на Кавказе почетным гостям республики, своим родным, а также близким.